25 ноября в Центральном дворце культуры и техники состоялась ежегодная конференция Коми народа. Многочисленные делегаты и приглашенные прибывали задолго до ее начала, чтобы успеть пройти регистрацию. Параллельно в это же время в фойе учреждения работали выставки краеведческого музея и библиотечной системы, где гости мероприятия могли познакомиться с историей нашего родного края, известными людьми и коми-литературой. В запланированное время все приглашенные и делегаты заняли места в зале, где со сцены их поприветствовали малыши, участники детского творческого коллектива «Шонди». Коми-конференция была чукарчем Войтеру. Приветствуем делегатов и гостей Коми-конференции! В работе конференции приняли участие более 50 делегатов. Помимо них в зале из числа приглашенных присутствовали руководители социально значимых предприятий города, депутаты, общественные деятели и представители всех отдаленных населенных уголков Интинского района. В работе конференции приняли участие приезжие гости, представители органов исполнительной власти Республики Коми и специалисты различных региональных ведомств. После избрания президиума конференции рабочей и счетной комиссии слово для выступления предоставили исполняющему обязанности руководителя администрации округа Ларисе Титовец. В рамках доклада она затронула основные проблемы сел, которые были решены за прошедший период, и вопросы прошлой конференции, которые не удалось реализовать за год. Одна из главных задач, которая остается актуальной ежегодно – транспортное сообщение между селами и городом. Большая часть сельских населенных пунктов Инты относятся к категории труднодоступных, и мы с вами об этом знаем. Поэтому для нас очень важный вопрос – это дорога Инта-Пристань, 35-й километр. В настоящее время острой проблемы нет, но в течение многих лет эта проблема решалась. И в 2014 году из муниципального бюджета было выделено на поддержание хорошего состояния дороги 3 миллиона рублей. Эти средства были направлены на содержание кюветов, на мероприятия по запрету проезда большегрузного транспорта в период распутицы. В 2015 году была подсыпана часть дорожного полотна от 25-го километра, и на 2016 год мы запланировали на эти цели 2 миллиона рублей. Воздушное сообщение. Авиаперелеты в труднодоступные сельские населенные пункты проходят в соответствии с планом. 1 раз в неделю по вторникам и 2 раза в период распутицы. На сегодняшний день задача совместно с правительством республики сохранить это количество авиарейсов. Зимник. В 2015 году по зимнику пассажирские перевозки автомобильным транспортом осуществлялись еженедельно. На новой вахтовке претензий пока предъявлено не было. Вахтовка удобная, хорошая, и это достижение прошлого года. В декабре 2015 года будет проведен аукцион по устройству зимней автодороги. Организация пассажирских перевозок водным транспортом в села. При решении этого вопроса мы столкнулись с очень многими сопутствующими проблемами. А самое главное, что фарватер не соответствует тем установленным требованиям, которые должны быть. Поэтому вопрос этот находится на контроле, и для приведения фарватера в нормативное состояние нам необходимо войти в федеральную программу. Работа по решению этого вопроса не прекращается и находится на контроле. Еще есть одна проблема. Это нам необходимо решить вопрос, где нужна организация платного причала, то есть где люди смогут хранить свои лодки. Вот по закону мы не можем это сделать самостоятельно. Нужно найти
предпринимателя, очень активного, который займется этим вопросом. Со своей стороны мы обращались в различные бизнес-структуры и к индивидуальным предпринимателям, но пока, вероятно, финансовая привлекательность отсутствует, поэтому пока таких инициативных граждан не нашлось. Но, тем не менее, я думаю, что общими усилиями мы этот вопрос должны решить. Нужно построить гараж или ангар на 35-м километре, где жители, приезжая, смогут оставлять свой транспорт. Также Лариса Владимировна проинформировала присутствующих о том, что удалось достичь некоторых договоренностей с руководством железной дороги по вопросу остановки южных поездов на станции Абись, а также возобновления пригородного сообщения до станции Сивая Маска. Станция Абись. Вопрос остановки южных поездов на станции Абись сдвинулся с мертвой точки. На сегодняшнее время заключена предварительная договоренность с Северной железной дорогой о возобновлении пригородного сообщения до станции Сивая Маска. Министерством промышленности и транспорта Республики Коми направлен запрос в дирекцию Северной железной дороги о согласовании, подтверждении полученной устной договоренности. И думаю, что пригородное сообщение может начаться уже в первом квартале 2016 года. За последние годы решено много наболевших и значимых вопросов жизнедеятельности деревень, сел и поселков. Самый сложный вопрос, наверное, это тепло и энергоснабжение. Тепловой компанией разработано несколько инвестиционных проектов по оптимизации теплоснабжения в поселках Верхняя Инта, которые рассчитаны на снижение себестоимости коммунального ресурса отопления. Данные проекты направлены в адрес службы Республики Коми по тарифам для рассмотрения и определения оптимальной схемы ООО «Тепловая компания». В соответствии с инвестиционной программой тепловой компанией был приобретен новый котел, замену которого произведут в летний период 2016 года. А перевозка котла будет осуществляться по зимнику в 2016 году, в начале 2016 года. В 2014 году администрация города ввела в эксплуатацию водоподготовительные сооружения в поселке Верхняя Инта. В результате выполненных работ вода, подаваемая для нужд жителей поселка, стала соответствовать нормативам. Учитывая имеющийся опыт установки оборудования, относительно низкую стоимость и результаты работы по поселке Верхняя Инта, мы планируем в период 2016-2018 года возможность установки аналогичного оборудования в микрорайонах Западный, Южный, в поселке Юстидор. В настоящее время нами уже проводится работа по разработке проектов на строительство водоподготовительных сооружений. Готовые проекты позволят принять участие изменений в государственной программе развития строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергоснабжения и повышения энергоэффективности, и получить финансирование из республиканского бюджета Республики Коми. Также в 2016 году будет реализован пилотный проект оснащения оборудованием для очистки воды непосредственно на имеющейся насосной станции города. Оборудование низкозатратное, изготовлено по типовым проектам, и в случае положительного опыта работа будет продолжена на всех насосных станциях. Что касается энергоснабжения, в 2015 году по просьбе жителей деревни Кочмис и деревни Егьёль мы обращались в РГК о рассмотрении вопроса единого тарифа графика подачи электрической энергии. И именно графика на зимний период. Но, к сожалению, пока нами получен отказ. Мы продолжаем работу по данному направлению. Из года в год остается открытым вопрос оборудования отдаленных районов Интинского округа мобильной связью и интернетом. Спешу обрадовать положительными результатами. Мы прорабатывали долго и мучительно вопрос связи интернета в селах. Так вот, поселок Абись, село Петрунь и Юстидор вошли в федеральную программу по оказанию универсальных услуг связи, которая рассчитана до 2020 года.
При реализации данной программы у жителей появится связь интернет и доступ к Wi-Fi. В последние годы налажена системная работа по благоустройству сел. Ведется работа по установке детских площадок. В 2015 году в рамках реализации малых проектов благоустроена территория сельского дома культуры села Косьевом, установлен забор и детская игровая площадка. 224 тысячи, да, на эти цели. Благоустроена территория возле сельского дома культуры поселка Юстедор, установлены скамейки и освещена территория. Работы по благоустройству будут продолжаться. В этом направлении надо проявить инициативу и самих жителей сел, участвовать в проектных конкурсах и представлять конкретные предложения. Лариса Титовец озвучила вопрос организации торговли в селах и бесперебойной поставки товаров в торговые точки. На сегодняшний день в отдаленных районах функционирует 16 хозяйствующих субъектов, у которых всегда в продаже имеется широкий ассортимент продуктов питания и товаров первой необходимости. Специалистами городской администрации ведется постоянный мониторинг цен в данных магазинах. Необоснованного роста цен в них не выявлено. Также она затронула вопрос здравоохранения. Во всех фельдшерско-акушерских пунктах работают квалифицированные медицинские работники. Ежегодно в каждый отдаленный поселок приезжают бригады медиков. Основные задачи на 2016 год в области медицины – это лечебно-диагностическая и медико-консультативная помощь сельскому населению, закрепление за каждым факом врачей-кураторов – это педиатры и терапевты, внеочередное обследование сельского населения в Интинской ЦГБ, обеспечение лекарственными препаратами населения сел, выезд бригад скорой помощи, выезд бригады врачей и специалистов в течение года, проведение семинарских занятий для работников ФАПов, укрепление материально-технической базы. В 2015 году за счет республиканского и местного бюджетов для всех сельских домов культуры были приобретены стойки для микрофонов и акустические колонки. На сегодняшний день сельские учреждения культуры оснащены необходимым музыкальным оборудованием. Однако есть проблемы, которые требуют вложения денежных средств. В сельских учреждениях культуры требуются ремонты, ежегодных косметических недостаточно. В связи с ежегодным подтоплением сельского дома культуры и библиотеки на поселок Юстедор требуется другое помещение. Знаем мы эту проблему, но подобрать такое помещение не можем, потому что там тоже в подобранном помещении требуется ремонт, а это не маленькая сумма денег. Галина Терентьева, руководителем Интинского представительства общественного движения Коми Войтер, является уже более 15 лет. Ежегодно она также анализирует выполнение задач, поставленных по итогам каждой проведенной Коми-конференции. Надо отметить, что это были 4 года интересной и плодотворной работы, в результате которой сдвинулись с мертвой точки некоторые наболевшие вопросы. Благодаря активной работе руководителей администрации и депутатов от сел не остались незамеченными ни одно обращение сельчан. Однако остались и пункты резолюции, которые не удалось решить из-за недостаточности бюджета или в силу рамок действующего законодательства. В частности, с 2011 года мы постоянно поднимали вопрос о внесении изменений в федеральный закон о занятости населения в части регистрации граждан, проживающих в труднодоступных населенных пунктах и не имеющим возможности регулярной перерегистрации в качестве безработных. Вопрос был адресован и съезду Коминародна, так как является проблемой не только Инты, но и всех труднодоступных районов Республики Коми. На сегодняшний день законодательно этот вопрос не решен, но есть подвижки внутри нашего муниципалитета, и сделаны первые реальные шаги, о чем подробно рассказала Лариса Владимировна. То есть нашлись пути и возможности решения проблемы хотя бы в период весенней и осенней распутицы. Достижением можно считать и решение следующих бородатых проблем предыдущих конференций. С 2013 года круглогодично поддерживается в нормативном состоянии дорожное полотно ИНТА при 135 километр, являющееся связующим
являющаяся связующим звеном города и села. Я думаю, что это главное достижение последних лет, потому что до этого вопрос дороги вставал постоянно, и он и сейчас есть, этот вопрос, но дорога поддерживается в нормативном состоянии. Налажена системная работа по благоустройству сельских населенных пунктов. Решен вопрос по энергоснабжению поселка Абись, установлены детские площадки, выполнена подсыпка дорог в поселке Истудор, и решается вопрос с дренажной системой и обустроен водопропуски в ПГТ Верхняя Мета. В резолюции конференции 2013 года был пункт «Содействовать решению вопроса по приобретению современной комфортной вахтовки для организации пассажирских рейсов». В 2014 году вахтовка приобретена, с 2015 года уже идет перевозка пассажиров. Думаю, сельчане довольны. С 1 сентября 2012 года в Инте, как и по всей республике, во 2-5 классах введен учебный предмет «Коми-язык как государственный». В нашей Инте, в 12 школах, коми-язык изучается, это очень хорошо. Не хватало учебников в течение нашего отчетного периода, но вот буквально сегодня сообщили приятную новость, что учебники поступили, и сейчас не будет проблем с этим. Все дети получат учебник, по которому могут заниматься. Во всех наших небольших деревушках и селах установлены вышки цифрового телевидения. И мы не специалисты в этой области, но мы адресуем Комитету информатизации и связи Республики Коми этот вопрос с тем, чтобы, возможно, эти вышки можно было бы использовать для проведения интернета в жизнь наших сел. На сегодняшний день без интернета уже ни один молодой специалист не поедет в село, если не будет возможности доступа к интернету. Это необходимость жизненная, поэтому интернет нужен в каждой деревне и в каждом селе. Также интернет нужен для работы, для документооборота. В общем, вопрос жизненный и актуальный. Надеемся, что несмотря на трудности периода, мы будем получать ответы от министерств и ведомств, так же, как это было всегда, и это является лучшей практикой проведения конференции Коми-народа и съезда Коми-народа. И думаю, что постепенно мы будем капля за каплей решать наши проблемы даже в этот трудный период. Я желаю всем нам сил, энергии, не опускать руки и думаю, что новые возможности представятся. Глава округа Василий Сидор, председатель Совета округа, кратко пожелал удачи участникам конференции. Добрый день, уважаемые делегаты конференции Коми-народа. Рад видеть вас в этом зале. Исторически сложилось так, что представители коренного народа республики на территории городского округа, как правило, проживают в селах. Никому не нужно агитировать или убеждать в необходимости помогать сельчанам. Мы знаем все ваши проблемы. Сегодня на конференции нам вместе необходимо выработать пути решения накопившихся и вновь возникающих проблем, которые возникают у вас в селах, а также определить приоритеты по дальнейшему развитию ваших сел. Я глубоко убежден, что при рациональном подходе к распределению имеющихся средств, при успешном выстраивании сотрудничества муниципалитета со всеми структурами, промышленными предприятиями, республиканскими структурами, работающими на территории нашего округа, все это можно сделать. Я хотел бы отдельно поприветствовать наших гостей, которые прибыли к нам с республики. Я хотел бы поприветствовать тех людей, которые пришли сюда по приглашению конференции Коми-народа, а их достаточно большое число. Поэтому вам, делегатам конференции, я желаю плодотворной работы, я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам процветания. Спасибо. В дальнейшем слово для выступления предоставили делегатам. Ирина Рочева, представитель села Одевовом, рассказала о том, что все учреждения социально-культурного значения работают в нормальном режиме. К деятельности в зимних условиях готовы. В текущем году в селе установлено цифровое телевидение. Завершено строительство склада ГСМ с перекачивающим устройством при дизельной.
Господдержкой на приобретение молодняка крупного рогатого скота воспользовались 4 хозяйства, приобретено 4 головы телят на откорм. По благоустройству села все необходимые работы были проведены силами местных жителей, на что делаем особый акцент. Больший объем работ запланирован на следующий год. Это и ремонт колодца общего пользования, и строительство пристани. Уборку территории вокруг общей свалки, территории села и кладбища производим, конечно, на общественных началах. Спасибо нашим сельчанам за сознательность и отзывчивость. Такие мероприятия очень сплачивают. Во многом жизнедеятельности села помогают, поддерживают конференции Коми народа, на которых сельчане поднимают наболевшие вопросы, проблемы, которые решить самим не под силу. Некоторые вопросы решаются или находятся в стадии решения. Хотим отметить, что за последние 5 лет сделано много. Результат очевиден и большая заслуга в этом и руководства города. Благодарны сельчане за хорошее содержание дорожного полотна Инта пристань 35 километр. А в прошлый зимник мы оценили комфортность новой вахтовки и приятную стоимость проезда, за что спасибо Варнашову Владимиру Федоровичу. Появилась инициатива со стороны индивидуального предпринимателя Бочкарева в пассажирских перевозках по воде. Был даже пробный рейс. Конечно, эта инициатива должна быть поддержана со стороны администрации, и мы надеемся, что в следующую навигацию перевозки по воде будут осуществляться хотя бы 2 раза в месяц. Сельчане надеются на дальнейшее обеспечение водного сообщения и поддержание в соответствующем состоянии дороги на 35-й километр. Но самой злободневной проблемой на сегодняшний момент для жителей Адьвавома остается отсутствие телефонной связи. И все-таки мы очень хотим иметь прочную связь с внешним миром, общаться и развиваться. Поэтому очень нужны нам мобильная связь и интернет, так как не хотим отставать от жизни. Знаем, что проблема эта все чаще озвучивается в Госсовете Республики Коми, и надеемся, что Василий Михайлович Смалий будет активно содействовать нам в ее решении. Мы слышали, что при подключении школ к интернету в горных селениях Дагестана оборудование доставлялось даже на ишаках, а это и говорит о том, что если есть цель, то все возможно. Отметим, что этими услугами уже пользуются оленеводы в кочевых условиях, но и мы им немножко завидуем. Второй вопрос касается содержания зимней дороги, которая должна расчищаться не только перед рейсовой вахтовкой, а содержаться в проезжем состоянии для всех машин на протяжении всего периода работы зимника, так как все автовладельцы исправно оплачивают транспортные налоги. Должно быть и достаточное количество разъездов на дороге. Контроль за содержанием дороги нужно осуществлять и строго. Практика организации выездных консультативных бригад в отдаленные села востребована. Жители глубинки высоко ценят выезды большого десанта специалистов различных социально значимых служб города. Сельчане надеются, что в будущем году встречи продолжатся. Большое спасибо хочется сказать главному врачу Интинской ЦГБ Слевневой Валентине Васильевне за обустройство фельдшерско-акушерского пункта. Остается отремонтировать крыльцо, а также всем специалистам мобильного отряда врачей. Делегат от села Петрунь проинформировала собравшихся о том, что ежегодно сталкиваются с проблемой очистки дорог. Дороги, подъезды и разворотные площадки возле противопожарных водоисточников уже сейчас заметены. А техники, способные справиться с данными видами работ, в селе нет. Также по-прежнему остается открытой проблема связи. Жители лишены и сотовой связи, и интернета. Мы очень любим свое село и хотим жить в нем, хотим, чтобы оно развивалось, а не угасало. Для этого необходимо сохранить единственное градообразующее предприятие села Петруньское. За последний год в хозяйстве сменилось 4 директора. 2 из них утверждали, что приехали в село работать и поднимать хозяйство, а через 2 месяца куда-то исчезали. Хозяйству нужен директор, который будет жить в селе, который будет знать о всех проблемах не понаслышке. Думаю, что все присутствующие согласятся, сельским хозяйствам нужна поддержка. Республиканская субсидия на производство продукции животноводства – это бесспорно помощь для хозяйства, но она не повышалась с 2008 года. В республиканской программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми 2016 года отменяется форма господдержки на содержание птицы и сельскохозяйственных животных при поголовье менее 5 условных голов и на приобретение скота. Поэтому мы просим предусмотреть в программе развития города Магоинта до 2020 года финансирование на возмещение части затрат на покупку скота личными подсобными хозяйствами и на вывоз продукции
сельскохозяйственное предприятие с труднодоступного района. С 1 апреля 2015 года оленеводов в хозяйстве не числится. Они все уволены и устроены на агрокомплекс «Инта-Приполярная». Мы обеспокоены тем, что из производственной деятельности Петруйской скоро будет исключено оленеводство, что приведет к быстрому развалу в сфере животноводства. В селе Петрунь проживает 550 человек. Петруйское – это единственное предприятие Интинского района, сохранившее и животноводство, и оленеводство. Петруньское – это сельскохозяйственное предприятие, которое занимается еще и выпечкой хлеба для жителей села. Так как завести в село хлеб на 550 человек при одном вертолетном рейсе в неделю невозможно. Петруйское, не глядя на крайне сложную доставку в село муки, комбикормов, запчастей для техники, не накручивает цены на свою продукцию. И у жителей села всегда на столе свежий хлеб, творог, сметана, молоко, мясо. Несмотря на трудную экономическую ситуацию в хозяйстве, жители села очень надеются, что Петруйское не только продолжит свою работу в направлении оленеводства и животноводства, но и будет успешно развиваться и обеспечивать Петрунь и весь Интинский район качественной, экологически чистой продукцией. Делегат поселка Абис доложила, что на прошлогодней конференции было озвучено множество остро значимых вопросов по улучшению жизнедеятельности поселка, которые за год не были решены. Без изменения остался вопрос по содержанию железнодорожного вокзала. Мы продолжаем и в морозы, и в метели ожидать прихода поездов на открытом перроне. Также много раз поднимался вопрос и о самом привокзальном перроне. Неосвещенный перрон очень короткий и не достает до общих вагонов, которые находятся в конце составов. И мы вынуждены мириться с неудобствами при посадке и высадке из общего вагона поезда. Но нас немножко успокоило выступление Ларисы Владимировны, и надеемся на официальные пригородные сообщения. Но вопрос о перроне все равно остается. И так как нам уже обещали, что в предыдущем выступлении этот вопрос будет решаться, мы очень надеемся на это. Остро до сих пор стоит вопрос по подключению гаражей, бань, дачных домиков к электролинии. Люди не могут оформить постройки и земельные участки в частную собственность, так как на каждую постройку выделяется земельный участок не менее 6 соток. А по факту застройки у нас расположены компактно и занимают не более 1 сотки. Еще одна проблема, связанная с муниципальным учреждением службы заказчика по ЖКУ. Мы только успеваем оплачивать счета за текущий ремонт, содержание жилого дома и водоотведение. Только искренне не понимаем, зачем. Ведь обещанный ремонт крыш по центральной 22, вокзальной 1, полярной 16 так и не сделаны. Откачка домов не производится. В подвале домов полярной 16 и полярной 18 круглый год стоят канализационные воды. Также в доме по улице Полярная 16 что-то непонятное происходит с электропроводкой, так как очень часто в доме Полярная 16 выключается свет и сгорают электроприборы. Также не ремонтируются печные трубы и создается пожароопасность для жителей. Делегатка Сювома Ольга Мельник доложила, что половина вопросов, озвученных на прошлой конференции, на сегодняшний день решена. Мероприятия по благоустройству территорий, запланированные на этот период, выполнены практически в полном объеме. Произведена отсыпка и планирование центральных дорог и подъездных путей шлаком, построены трапы, заменена часть светильников, уличного освещения и многое другое. Особо беспокоят сельчан вопросы рыболовства и охоты, традиционных промыслов коми народа. Жители села обратились с просьбой к Василию Смалию, депутату Республиканского Госсовета, о внесении инициативы по упрощению порядка регистрации охотничьего оружия и внесении изменений в правила рыболовства. Далее слово для выступления предоставили депутату, курирующему деятельность отдаленных районов Интинского района, Владимиру Варнашову. Я уже, по-моему, в 3-й конференции принимаю участие. Да? Вопросы не только я, как депутат по селам, знаю, да, наизусть в каждом селе, но и те, кто присутствует часто, тоже, наверное, знают.
Большинство вопросов очень трудные. И они решаются. Вот здесь передали записку с Петруни, да, села Петруни, о том, что будут ли ремонтировать дорогу. Конечно, это все в планах и в бюджете, деньги заложены. Каким образом, на это нужно будет решать. Я вот в перерыве поговорил с главным инженером тепловой компании. Да? Вопрос, в принципе, можно решить и не большие средства на это потратить. Но это нужно заниматься. Этим вопросом я займусь обязательно. Все ваши просьбы, все ваши чаяния мы прекрасно знаем. И совет города, и руководство города. И мало того, и руководство республики все эти вопросы держат на контроле. Исходя из того, что сложилась такая серьезная ситуация с нашими бюджетами, не только у нас в республике и в муниципалитете, но и думаю, что и по стране, но руки опускать, например, мы, совет города, руководство города не собирается. Мы будем все вопросы ваши стараться максимально, прилагая максимальные усилия, в том числе и финансовые, решить. Мы понимаем и с вами всегда, мы понимаем ваши нужды, ваши чаяния, мы понимаем, как трудно жить оторванном населении, имея связи. Не надо нам ишаков, дайте нам оборудование, дайте нам деньги, мы без ишаков доставим, вот, как в Дагестане, и установим это оборудование. По этому вопросу, я думаю, что вопрос тоже должен решиться. Не такие большие средства на это нужны. Потому что мы не должны людей бросать, и мы не собираемся вас бросать один на один со всеми вашими вот этими трудностями. Депутат успокоил сельчан, сказав, что обо всех существующих проблемах руководству округа известно. Данные вопросы держатся на контроле и по возможности будут незамедлительно решаться. Я прекрасно знаю, что в Абизе нету дома культуры, хотя село одно из самых больших, не село, даже поселок городского типа, вот, самых больших в муниципалитете. Мы знаем, что в Петрунях нужно осушение делать и трапы стелить, как и по всем селам, и дороги равнять, и ремонт клуба, и школы, и детских садов. Мы знаем прекрасно, что в детский сад мы неоднократно заходили с руководителем администрации. Мы знаем, что там нужно делать. Ведь многое сделано. Лариса Владимировна здесь зачитывали, какие суммы были потрачены на приобретение оборудования, на ремонты, на спортивный инвентарь. Этим мы всем занимаемся. Мы по силе своей возможности, не только я, но и депутатский корпус, администрация, помогает в этом, чтобы ваши вопросы решать. Начиная с малого, но я думаю, настанет то время, когда мы все эти вопросы решим. И решим не закрытием все, а пополнением сел людьми и нормальной человеческой жизнью. А под этим подразумевается все. И работа, и счастливая жизнь. Я думаю, что совместными усилиями мы с вами это все сделаем. Извините, конечно, что у нас что-то где-то когда-то не получается, но сами видите, что бывают разные ситуации. Бывает. Но цель у нас одна. Вот смотрю на вас, даже, как говорится, не моргну. Ведь действительно цель одна. Сделать вашу жизнь лучше. Депутата Ивана Завадского за активную поддержку и помощь в делегаты конференции выдвинули жители поселка Юстыдор. Дорогие друзья, на селе и в поселках Инты проживают замечательные люди, которые, несмотря на все трудности сельской жизни, остаются доброжелательными, трудолюбивыми и отзывчивыми. По моему округу, это поселок Юстыдор, в котором проживают выходцы из сел, семьи оленеводов, является этот поселок жемчужиной комикультуры нашего муниципального образования. Поселок становится краше из года в год, появляются новые детские площадки, освещение. На будущее мы также готовим жителями и работниками культуры поселка новые проекты по благоустройству родного поселка. Мы вместе с жителями будем делать все от нас зависящее для улучшения жизни в поселке. Спасибо большое. Генеральный директор агрокомплекса «Инта Приполярная» Юрий Ермолаев проинформировал, что предприятие, а именно отрасль оленеводства, остро нуждается в кадрах. Я, честно говоря, первый раз присутствую на вашей конференции, но очень приятно слышать такое живое участие в проблемах села, в проблемах города.
Я бы, как директор агрокомплекса Инта-Приполярная, хотел бы озвучить еще одну достаточно серьезную проблему, с которой мы столкнулись в нашей производственной деятельности. Оленеводство в агропромышленном комплексе Крайнего Севера занимает существенное место. С его развитием связано решение таких важных народохозяйственных задач, как укрепление экономики сельскохозяйственных предприятий, рост благосостояния коренных народов, создание собственной продовольственной базы, вовлечение в хозяйственный оборот растительных ресурсов, неиспользуемых другими видами сельскохозяйственных животных. Оленеводство является традиционным видом хозяйственной деятельности для коренных коми и других этнических общностей, проживающих на территории Республики Коми. Однако в последние годы в оленеводстве Республики Коми наблюдается существенный спад. Поголовье оленей в Республике Коми сократилось на 30%, со 123 тысяч голов в 1990 году до 85 тысяч голов в 2014 году. И тенденция к сокращению поголовья оленей продолжается. В своем выступлении я хочу обратить внимание участников конференции на основные проблемы оленеводства в агрокомплексе Инта-Приполярная. Агрокомплекс Инта-Приполярная – одно из крупнейших оленеводческих предприятий Республики Коми. В настоящее время отделение оленеводства агрокомплекса Инта-Приполярная состоит из 9 бригад, в которых работает 59 человек, из которых 41 пастух, 17 чумработниц, 1 человек ученик пастуха, общее поголовье 17,5 тысяч оленей. На сегодняшний день основная проблема – это кадры. В бригадах катастрофически не хватает пастухов. При норме выпаса на одного пастуха 250-300 оленей в штате агрокомплекса должно быть на сегодняшний день от 58 до 70 пастухов, а в наличии только 31 пастух. Оленеводство испытывает дефицит кадров по следующим причинам. У оленеводов Интинского района изменился уклад и образ жизни. Они уже не ведут кочевой образ жизни, как это было раньше, когда у них не было городских квартир, и они жили в чуде. Сегодня оленеводы имеют квартиры в городе, в поселках, и не хотят разлучаться с семьей, которая остается дома на полгода и больше. Из-за нехватки оленеводов нагрузка, выпадающая на работающего оленевода, очень большая. Основной возраст оленеводов пенсионный и предпенсионный. Люди такого возраста не выдерживают такие нагрузки. Молодые оленеводы, к сожалению, не хотят идти в тундру. По причине долгой разлуки с семьей молодых оленеводов жены не отпускают в тундру. Одной из причин является то, что прекратилось обучение по профессии оленевод в техникуме города Инты. Если нам совместно не предпринимать никаких усилий для изменения ситуации, то перспективы развития оленеводства в Интинском районе очень негативны. А именно снижение поголовья оленей. Уже в этом году, если мы до Нового года не организуем одну бригаду, не наберем одну бригаду оленеводов, мы вынуждены будем сократить поголовье оленей на 2000 голов. Такая же история нас ждет в следующем году. Для изменения ситуации в лучшую сторону привлечение кадров оленеводства агрокомплекса Инта-Приполярная. Агрокомплекс Инта-Приполярная обращается к участникам конференции Коми народа с просьбой о помощи в привлечении коренных жителей Республики Коми в оленеводство. Агрокомплекс Инта-Приполярная испытывает острую нехватку кадров в оленеводстве и готов принять на работу не менее 20 оленеводов. Мы готовы принять на работу коренных коми как семьями для создания отдельных бригад, так и отдельных оленеводов и учеников оленеводов, чумработниц уже существующей бригады. На предприятии соблюдаются все социальные выплаты согласно Трудового кодекса Российской Федерации. Средняя заработная плата в отделении оленеводства в третьем квартале 2015 года составила 31 428 рублей. Агрокомплекс Инта-Приполярная обеспечивает оленеводческие бригады передвижными жилищами зимнего и летнего сезона, стационарными и переносными коралями, необходимым хозяйственным инвентарем и оборудованием, оленегонными собаками из расчета 1-2 головы на пастуха, содержащихся за счет предприятия, ездовыми оленями из расчета 300 голов на одну бригаду, мясом на питание из расчета 10 кг в месяц на одного члена бригады. Предприятие выделяет вновь принятым оленеводам, которые готовы отработать в оленеводстве не менее 3 лет, 20 оленей на одного пастуха из общего стада для личного поголовья.
Кроме того, наши оленеводы, как люди, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни, получают дополнительные государственные социальные льготы. Ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с законом Республики Коми об оленеводстве Республики Коми от 01.03.2011 года номер 18-РЗ. Оленеводы имеют право на льготную пенсию. Женщины с 45 лет, мужчины с 50. И получается парадоксальная ситуация, когда в городах и селах коренное население Республики Коми не может устроиться на работу, и в то же время агрокомплекс Интар-Приполярная испытывает острейшую нехватку кадров в оленеводстве, традиционном виде хозяйственной деятельности коренных коми. В конце своего выступления хочу еще раз обратиться к участникам и делегатам отчетно-выборной делегации конференции Коми народа с просьбой активизировать работу в своих населенных пунктах по агитации и привлечению коренных коми в оленеводство. Из зала к представителю агрокомплекса поступило несколько вопросов. С сентября 2015 года перестал функционировать цех по пошиву ПИМ. Все специалисты были уволены. Вопрос, была ли необходимость закрытия этого производства. Продукция высокого качества была востребована. Но я отвечу на этот вопрос таким образом, что производство ПИМ для агрокомплекса является непрофильным предприятием, непрофильным производством. Это, скажем так, некое направление деятельности, которое требует отдельного, наверное, может быть выделено как отдельное предприятие. И мы, в принципе, готовы, я говорил об этом на собраниях, когда мы проводили собрания с нашими мастерами по пошиву, что мы готовы безвозмездно передать все оборудование, которое находится в цехе по пошиву, может быть, выйти с ходатайством на администрацию города, выделить помещение в городе и организоваться им как самостоятельное предприятие, сельхозрасчетное или какое-то коммерческое предприятие по пошиву ПИМ, по пошиву тапочек, по пошиву сувениров каких-то и так далее. К сожалению, на сегодняшний момент нам содержать это производство нерентабельно и невыгодно. Слово для выступления также предоставили гостю города, министру культуры Республики Коми Анастасию Прокудиной. Сначала два слова впечатления об Инте. Я в первый раз здесь, но со вчерашнего, так скажем, обеда. Удалось посмотреть, конечно, только сам город, ни в какие труднодоступные районы. В этот раз я не попала, но у меня масса информации о состоянии отрасли культуры и в целом о социально-экономическом положении вашего муниципального образования. Впечатления разные, но вот сам город, безусловно, мне понравился. И каких-то здесь критичных моментов, я бы сказала, не заметила. Конечно, нужно еще много работать и совершенствоваться. Хочется еще ремонты завершить, планы, которые были сформированы 2-3 года назад. Но все мы знаем сегодняшнее положение в республике, в России тоже все сложно. Некоторые программы, так скажем, заморожены. Но то, что было, те объекты культуры, которые были включены в программу «Культура Республики Коми» на 2015-2017 годы, они остаются в приоритете. То есть они отодвигаются на тот срок, когда возникнет оптимальная ситуация, будут доходы в бюджете и, соответственно, эти проекты будут исполнены. И стоит, наверное, поблагодарить вообще всех, кто принимает участие в конференциях именно Коми народа, потому что вопросы, которые вы здесь поднимаете, затрагиваете, они касаются, конечно же, не одной национальности, а всех жителей, которые проживают здесь на территории и способствуют решению общих проблем для всех. Поэтому я вас благодарю за эту работу и желаю дальнейших успехов. В завершение конференции Коми народов сельским домам культуры вручили долгожданные подарки: телевизоры, стойки для микрофонов и акустических систем, микшерные пульты и прочее оборудование. Все озвученные в рамках конференции острые и значимые проблемы взяты на контроль.